Усім прывітанне ў чарговы раз з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем наш, уже можна падаецца бясконцы эфір панядзелка сумеснага праекта Еўрарадыё Е-прамовы, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І зараз абмяркоўваць мы будзем тое, што, я думаю, плануецца адбыцца ў Беларусі з Сергеем Дылеўскім. Добрый дзень, Сергей. Добрый. Сергей, я буду выконваць ролю сёння такога правакатара ці што, ці можа быць чалавека, які задае нязручныя пытанні. Тут правакатар можа не зусім такое слово, таму што шмат пытанняў ёсць да вас, не толькі ў мяне, але і ў сацыяльных сетках я звычайна чытаю, і звязаная з гэта з той ініцыятывай, з якой вы чарговы раз звярнуліся да беларусаў. Гэта арганізаваць усебеларускі страйк, забастоўку. Ужо нават аб'яўлена перадзабастовачнае мерапрыемства. Скажите, а што вас, якія падзеі, якія словы, там, дзеянні падштурхнулі да таго, што вот вы вырашылі выйсці з такой ініцыятывай? В первую очередь, пробачьте, что я буду размаўляць по-руску, бо мой узровень беларускай мовы яшчэ так храмае, я, можна сказаць, толькі вучуся, пакуль што, на жаль, у 32 гады беларускай мове. Вот, так что буду все-таки по-русски говорить. В первую очередь сподвигло нас на то, чтобы объявить предзабастовочное состояние в Республике Беларусь, именно отклик, фидбэк от рабочих белорусских предприятий. Потому что в течение года, с августа 2020 года в Беларуси в лучшую сторону не изменилось в отношении рабочих ничего ровным счетом, а наоборот стало только хуже. Вот. У белорусских рабочих на самом деле начали открываться глаза на тот беспредел и то безобразие, которое творится на их производствах, да, когда вместо того, чтобы улучшить, как-то объективно улучшить ситуацию с заработными платами или условиями труда для рабочих, да, руководство предприятий делают все, чтобы в первую очередь набить кошельки как бы себе и хунте, синепалому диктатору в первую очередь, да, на поддержание силовиков, на поддержание подавления протестов и так далее. Вот. То же самое касается и прав человека. То есть само по себе предзабастовочное состояние мы объявили не по моей какой-то прихоти, а в первую очередь можно сказать, что мне в этом плане даже не то, что способствовали, а скорее даже дали команду, настояли на этом активисты белорусских госпредприятий в первую очередь. Але тым не менш, давайте вось паглядзім на рэальнасць. Вы ўсё ж таки чалавек з працоўнага калектыва. Вы з людзьмі рабочымі ўсё жыццё, вы ведаеце іх. Але вам не падаецца, што вот вы іншы, чым пераважная большасць гэтых людзей? Я не кажу, што яны усе там абыякавыя да тых праблемаў, там, да палітычнага жыцця, там, ці яшчэ што-нибудь, але просто стаўленне. Я прыгадываю словы, про якія вот тут нашай студыі, седзячы на тым жа месце, казала Вольга Кавалькова і прыгадывала сваё затрыманне каля прахадной аднаго з буйных беларускіх заводаў, калі яны прыйшлі да працоўных, падтрымаць іх вот нібыта, звярнуцца да іх заклікам, і да іх, да Кавальковай і вот яе аднадумцаў выйшла чалавек 20 з завода, дзе працуе некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. А астатнія, закончыўся працоўны дзень, выходзілі з прахадной, праходзілі міма і ішлі па сваіх справах. Не будзем ужо удакладняць якіх. Вот што змянілася? Вот што вам дае права думаць, што нешта змянілася і зараз большасць не пройдзе вот так вот, выйшаўшы з прахадной, міма ваших заклікаў? Я прекрасно помню ту ситуацию, когда Ольга Ковалькова приезжала на Минский тракторный завод. Я, собственно, был там же, и нас в один день, собственно, и задержали силы ОМОНа. Да? И тогда это не был призыв выходить на улицы. Та ситуация, это было четко заранее не спланированная, а заранее оговоренная, даже не акция, это было
попытка собрать собрание активистов для разговора с замом генерального директора. Что, собственно, и началось, но потом начался после этого цирк. То есть тогда не было конкретной цели, чтобы вышло за проходную завода там тысячи и тысячи человек, да, из 16 тысяч работающих на предприятии. Когда это было действительно нужно, когда люди видели, что им это необходимо, мы выходили. То есть и по 5, и по 6 тысяч человек. Если брать в общем картину, да, то есть я прекрасно понимаю, о чем вы, о том, что там было подавление такое воли народа белорусского, было подавление воли рабочих. Изменилось именно осознание, что у страха, конечно, глаза велики, да, то есть люди боялись вот на протяжении этого года, боялись каким-то прибегать к активным действиям, да, активно заявлять свою жизненную и политическую позицию. Люди просто осознали, что на самом деле на сегодняшний день отсидеться не получится. То есть просто тихонечко буду работать на своем рабочем месте, да, и меня эта беда минет, не минет. То есть каждого белорусского рабочего, наверное, каждого белорусского рабочего уже коснулась вот эта беда с репрессиями, с увольнениями, с посадками в тюрьмы, с сутками и реальными уголовными сроками. То есть с выездом людей, семьи, целыми семьями люди выезжают за границу. Сергей, але вот чаму вы не думаете, что большасць, да, сутыкнуліся, і я зараз не сумняюся, что фактычна у кожнай беларускай сям'і ёсць хтосьці, калі там не сын, бацька, то які-нибудь стрыечны брат, там добры сябра, які прайшоў праз акрэсціны, які там мае нейкія праблемы ці выехаў за мяжу, але чаму вы не думаете, что вот большасць людзей по сваёй даўняй беларускай звычцы не будзе думаць так: ну а я ж нікуды не хадзіў, я ў страйке не удзельнічаў, я ў тэлеграм-каналах гэтых нідзе там не падпісаны і нікуды каменты не дасылаў, шкарпэткі ў мяне шэрыя, а не белыя з чырвонай паласой і гэтак да. Мне нічога не, мне-то за что? Ну, знаете что? Вот ответить на этот вопрос хочется вот рассказать и напомнить про даже административные, в том числе и уголовные дела, возбужденные на территории Беларуси, да, когда были курьезные случаи, что человека арестовывали на сутки за то, что мысленно поддерживал протест и протестующих. Людей арестовывали и садили в тюрьмы за то, что мысленно поддерживали протесты. Немых людей арестовывали за то, что выражали свою активную позицию. Безруких людей садили в тюрьмы за то, что они хлопали и так дальше. То есть нет никакой уверенности, что даже когда ты ничего не делаешь ровным счетом, что могло бы как-то не понравиться властям, ты не можешь быть там посажен в тюрьму. Этого просто никто не может предугадать, да, и нет такого сценария действий человека, да, или бездействия человека, после которых он в Беларуси не может оказаться в тюрьме. Але все ж таки, як працуе чалавечая псіхіка, что все ж как бы разумеюць вот эту, не дарма ж ёсць прымаўка ад сумы, ад тюрьмы, да, все разумеюць, что ўсё магчыма, але ж все жывуць, ну, вот раптам пранясе, а вот мяне там можа не коснуцца, вот гэта вот. А калі я выйду на забастоўку, то я дакладна страчу працу, і ў мяне не будзе, хай нават тых 3 копеек, якія я атрымліваю, але нават іх не будзе, і мне не будзе за што карміць сям'ю. І гэта дакладна. Вот прыйдуць, не прыйдуць, ну яшчэ бабушка надвое сказала. А гэта то 100%. Ну, люди ж вместе с этим понимают, что буквально, если они сегодня не сделают ничего, да, то завтра они в любом случае останутся без работы. С тем, что происходит на белорусских предприятиях, так и будет. То есть власти, которые сейчас сидят в Доме правительства в Республике Беларусь, да, умудрились натуральным образом, да, разрушить отношения со всем миром. Потому что на сегодняшний день даже Российская Федерация уже отворачивается от Беларуси, да, и когда продукцию продавать некуда, когда продукцию тебе не хотят продавать импортеры,
да, это влечет непосредственно к увольнениям людей с рабочих мест, сокращением, то есть что уже происходит на сегодняшний день, да, люди уже попадают под сокращение. И в любом случае, то есть лучше не будет. Вот. И помимо этого, то есть каждому человеку стоит задуматься, да, а какое будущее они оставляют для своих детей, какое будущее они оставляют, да, для себя самих. Вот мне 32 года, да, и я адекватно вижу, что в 60 лет, если в стране ничего не изменится, да, даже если закрыть глаза на уголовные дела, на статус террориста и так далее, да, я прекрасно понимаю, что будущее своего ребенка в той стране, которая есть сегодня, да, и Республика Беларусь, я не вижу. Да? Я вижу своего ребенка в будущем, если ничего не изменить, ровно в той же ситуации, как больше 600 человек политических заключенных. Да? То есть я вижу своего ребенка среди этих людей. Потому что мой ребенок, то есть он воспитывается и растет в среде именно свободы. Свободы слова, свободы мысли выражения, свободы выявления. А это в Беларуси искореняют на корню на сегодняшний момент. И на сегодняшний момент каждый работник белорусского предприятия, каждый гражданин Республики Беларусь, который считает правильным себя называть гражданином Республики Беларусь, должен думать о будущем своих детей и о своем наследии. Ну, это добра, што можа быць сапраўды пачнуць вот так вот думаць, а не як вот этом вот анекдоте, когда там стала даражэйшая гарэлка и типа там папа, ты сейчас будешь меньше пить, не, дорогой сынок, ты будешь меньше есть. Так и тут можа быць, что ну ты як-небудзь там сам справишься, а тут галоўнае мне тут выжыць и там каб было тебе чым накормить. Вот такое ставление Ну, споживецкое. По тому, еще раз повторюсь, какой фидбэк приходит к нам в Белорусское объединение рабочих, какой отклик приходит от людей, да, то есть будь то комментарии в социальных сетях, будь то непосредственно прямые сообщения, там, звонки, созвоны с предприятиями, с частными унитарными предприятиями, да, с организациями, директора, которые выходят со мной на связь, они говорят, что они готовы к действиям, да, то есть под каким-то, может быть, страхом закрытия его частного бизнеса, да, государством, да, и так далее, люди перестают бояться, и мы видим это, то есть пермоментно. Это не разовые такие, что вот раз в неделю там человек что-то написал, что я готов, да. Мы обрабатываем каждый день сотни и сотни таких сообщений. Это ежедневно. То есть, и это не просто там пустые слова, то, что нехай живе Беларусь, да, мы с вами разом. А это конкретные, то есть слова, что мы готовы действовать, да. Дайте нам четкую, строгую инструкцию, что нам делать. Мы готовы. То есть мы все осмыслили, мы обо всем подумали, и мы готовы к таким действиям. Вот я до гэтых ваших слоў крыху пазней, зараз просто хочу ваше меркаванне яшчэ по адным пытанні. Я размаўляў с адным эканамістам і вот сказаў, ну вот уявім сабе, адгукнуліся рабочие на заклік беларускага аб'яднання рабочых, на заклік поверылі асабіста Дылеўскаму і забаставалі. Что? Вот все, экономика лясне. Ён кажа, а ты паглядзі на фото з космоса, колькі, скажем, трактароў стаіць непрададзеных на тэрыторыі таго ж самага трактарнага завода. Запасы на іншых прадпрыемствах прадукцыі, якую яны вырабілі, але якую ніхто не купляе, таксама вялікія. Распрадаючы толькі вот гэтыя запасы, прадпрыемства можа там как бы і далей рабіць выгляд, што ўсё нормально, вот мы тут гандлюем, мы тут дзейнічаем, хай нават рабочыя не выходзяць, не становяцца да станкоў. Маўляў, забастоўка нічога не вырашыць у такім кароткатэрміновай перспектыве. Не, ну, это такое, я бы сказал, заблуждение, потому что, с одной стороны, да, то есть даже того же тракторного завода склады завалены продукцией, да, то есть по большому счету они завалены в том числе потому, что санкции работают, да, не в пользу власти. Во-вторых, нужно прекрасно понимать, что если белорусский рабочий бастует, да, если он бастует вот по нашей четкой такой простейшей, казалось бы, инструкции, да, что мы загодя запасаемся продуктами, да, мы организовываем себе на месяц досуг, то забастовка подразумевает собой не только физически там не выход на работу, да, чтобы станок не работал, а забастовка подразумевает собой также не участие в экономике страны.
да, и все средства от налогообложения, там, включая даже ФСЗН, там, подоходного налога, налога на добавленную стоимость и так далее, да, а, не будут идти эти доходы в казну государства, если человек уходит в забастовку, да. И это большая часть прибыли государства от работы предприятия. И мы лишаем этой большей части. То есть не той чистой прибыли, которая от выпуска продукции у предприятия есть, а именно той большой, огромной доли, да, которая непосредственно идет в доход государства от того, что человек функционирует. То есть тратит на дорогу, на проезд, тратит на питание, да, в той или иной степени, оплачивает там какие-то расходы того же на тот же детский сад, на бюджетную сферу, да, там на своих детей. То есть школьника тоже можно оставить с собой вместе дома, да, и школы будут пустые. От этого учителя не будут, забастуют учителя, они тоже не будут приносить доход никакой в государство. Можна пераб'ю, Да. памятаеце восенню 20-го года, калі ў Салігорску шахцёры падымаліся, якіх там вінцілі амапаўцы і дубінкамі гналі ў шахту са словамі «Ідзі работай, сволач». Помню прекрасно. Чым так зараз не можа быць? Именно поэтому наш план до безобразия прост. План проведения забастовки в 2021 году от рабочих, он базируется исключительно на том, чтобы рабочий остался дома. Наша главная задача не показать нашу массовость, да. Нашу массовость мы показали еще в августе прошлого года. Сколько людей, какая огромная масса людей, какая огромная численность населения не согласны с режимом. На сегодняшний день наша задача физически остановить производство. То есть, чтобы станок не крутился. И для этого человеку не обязательно идти вот под такие удары дубинок. Достаточно остаться дома, уехать к родственникам в другой город, да, на этот месяц. И все. То есть человеку максимально безопасно просто не приходить на работу. Яшчэ адно, вось вы сказалі пра тое, што вельмі шмат, ну, то есть, па-першае, што агучыць вось гэты планы, гэтую перадзабастовачны стан, вас прымусілі звароты простых рабочых, да вас звяртаюцца нават нейкія там дырэктара і гэтак далей, гэтак далей. Вам не падаецца, што ўсё ж такі не трэба было спяшацца з выхадам у публічную, так бы мовіць, прастору з заявамі пра перадзабастовачны стан і гэтак далей, гэтак далей. Таму што я ведаю, што вы зараз ужо гатовы мне возразіць, я просто прывяду прыклады. Памятаеце офіс Ціхановскай, які заяўляў пра тое, што вот зараз мы тут правядзём перамовы, так вот тут дэдлайн ставім, што перамовы з рэжымам і гэтак далей. Было некалькі такіх заяваў, і яны не здарыліся, не адбылося гэтага. Гэта іграе супраць. У вас вот ну не здарыцца забастоўкі па розных прычынах. Ці не падтрымаюць усе, ці рэпрэсіямі прымусяць выйсці, ці яшчэ што-нибудь. Вот не здарылася. І скажуць, ну што, Дылеўскі, ізноў там как бы у ваду, как говорится. Нет, на самом деле, то есть вероятность того, что забастовки в Беларуси не состоятся, меньше 1%. По той простой причине, что даже те заявления, которые были, то есть народный ультиматум 26 октября, я понимаю, про что вы говорите, это было как бы вот просто решение там штаба, да, что мы объявляем 26 октября день народного ультиматума, люди, выходите в забастовки, да, то перед тем, как объявить предзабастовочное состояние, да, когда 30 августа я вышел в эфир, да, и объявил о начале предзабастовочного состояния в Беларуси, о своих требованиях и так далее, да, на протяжении, там, наверное, 7 месяцев велась непосредственно работа с рабочими коллективами в стране. То есть это не спонтанное, еще раз повторюсь, заявление, да, то есть не моя прихоть, а это планомерная, четко проделанная работа, которая отняла не 1 месяц времени. И я вам скажу, что если бы люди были, если бы как с нашей стороны, так и со стороны, то есть работников, которые находятся внутри страны, если бы все было готово раньше, мы бы объявили раньше. Да, предзабастовочное состояние. Если бы мы не были готовы к 30 августа, к объявлению предзабастовочного состояния, мы бы его объявляли позже.
То есть само по себе объявление предзабастовочного состояния, да, это не то, что звоночек, а это прямое заявление, что мы готовы. Понимаете? К началу забастовки. Ну добра, і колькі можа цягнуцца гэты перадзабастовачны стан? Месяц, А, полгода, год? Гэта опять по-белорусски. Я на вас Это дрэнна ўплываю, да? не, просто когда я уже стараюсь, это отойдя от темы, если человек со мной разговаривает по-белорусски, то в приватной беседе я стараюсь отвечать по-белорусски, чтобы развивать в себе вот именно белорусскую речь. Вот. Но если я сейчас начну говорить в эфире по-белорусски, то половина будет тросянка. Вот. Если вернуться к нашему вопросу, то ам, как это лучше сформулировать? Рэжце праўду матку. Такой интересный вопрос. Поуплывая. На самом деле я его забыл. Добра, Честно. добра, давайте далей пойдзем. Вот адзін з нашых гледачоў піша, не прачытаю нік, любяць яны такія напісаць нікі, што не прачытаеш без доброго кубку кавы. Скоро жрать нечего будет, вот тогда все и забастуют. Кстати, сахар в магазинах уже закончился. Сапраўды, пасля таго, як кошты разморозили, значна выросли кошты у краме, але, як вы лічыце, ці сапраўды пусты холодильник прымусіць працоўных, да не только простых людей выйти на улицу? На самом деле я в этом уверен, но пустой холодильник, он вынудит выйти на протесты, да, то есть выйти, может быть, в забастовки, в какие-то акции уличные протестов, да, людей, которые сейчас вот находятся в стадии, что моя хата с краю. Вот на самом деле. Потому что здравомыслящий человек уже понимает, что происходит в нашей стране, да, что происходит в Беларуси, и уже активно закупаются, то есть продуктами впрок, скажем так, потому что, ну, любая продукция не дешевеет. То есть у нас еще никогда не было за последний год, чтобы что-то стало дешевле. У нас цены все растут, и лучше не становятся. Вот, то есть такая вероятность есть. И, кстати, вспомнил вопрос, который вы мне задавали. То есть сколько может продлиться предзабастовочное состояние, да? Ответ на этот вопрос зависит на самом деле от очень многих факторов, именно от каждого предприятия. То есть мы хотим, чтобы это было действительно массово, и чтобы это было охват был всей страны, да. И здесь, если вот 100% охвата нашего завода скажет, что мы готовы завтра, то мы объявим о забастовке завтра. Да? Если из 190 скажет, что мы готовы завтра, а 10 скажут, нам еще нужен месяц, мы будем ждать этот месяц. Ось у вас, вот, як это карыстаючыся тэрміналогіяй Ольги Карач, дзень X не вызначаны? День X на сегодняшний день, вот прямо твердо так, он не обозначен. То есть мы работаем, то есть по стадии готовности. Грубо говоря, график стадии готовности. Когда мы придем к 100%, то день X будет обозначен. Но я могу так облачно приблизительно сказать, что это будет осенью. Ну, у нас уже сярэдзіна осені, фактычна так. хутка будзе. Сергей, і ўсё ж такі, калі мы кажам пра вот калі халадзільнікі апусцеюць і людзі выйдуць на вуліцу, ўсё ж такі, пагадзіцеся, уся гісторыя паказвае, што калі людзі такія выходзяць на вуліцу, яны не выходзяць на вуліцу за дэмакратыю, за свабоду палітвязням і гэтак далей. Гэта галодныя бунты, яны выходзяць біць вітрыны і здабываць сабе кавалак хлеба, а не змагацца за дэмакратыю. Ну, знаете что, вот на примере, допустим, исторических, там, в 90-х годах, в начале 90-х были такие голодные бунты. На самом деле, мой отец был участником таких акций протеста, да, работая на том же тракторном заводе, что и я, да, они выходили на улицы именно потому, что им нечем было кормить свои семьи, да. И вот я что-то не припомню, чтобы был разграблен хоть один магазин. Это не путь белорусов. На самом деле белорусский народ крайне миролюбивый. Всегда все протесты в Республике Беларусь со стороны людей, а не силового блока, были мирными.
максимально мирными. Вот. И я считаю, что в этом плане я могу с 200% уверенностью сказать, что никто не будет, если это не провокация, никто не будет бить витрины и пытаться грабить магазин. Максим Гайко пытаецца як дастучацца да тых рабочых, якія пасля смены заліваюць вочы чарніламі і плеваць хацелі на ўсё астатняе. Ну для тых, хто не ведае, чарніла это вкусное дешевое беларускае плодово-ягодное вино. Ну, насчет вкусного это вы погорячились. Ну это в Это- двукости, да. Это бормотуха такая, что словами не передать. На самом деле таких людей, таких работников, их абсолютно немного. Просто мы замечаем, и такой стереотип о белорусском рабочем сложился, да, именно Что ён потому что... пераходзіць прахадную і бяжыць у вінаводачны отдел. Да, именно потому, что вот такие работники, они вот максимально ярко себя ведут. То есть они с работы бегут вот в этот виноводочный отдел. Их меньшинство, их на самом деле очень мало, да, вот этих действительно алкоголиков. И это и есть на самом деле электорат вот действующей власти. Потому что на самом деле идеальная жертва пропаганды, да, это полупьяное создание, которое только и думает, как вечером остаканиться. Вот. Так что я бы не брал в расчет таких людей, и нет смысла до них достучаться, потому что это неквалифицированные кадры. Да? То есть, если человек действительно знает свое дело, да, то у такого человека банально нет времени на то, чтобы там напиться, и завтра ему было плохо. То есть, человек, который действительно знает свое дело, свою работу, свой станок, да, он никогда не позволит себе, то есть, быть в таком состоянии, потому что это мешает его умственному развитию, умственным способностям. Вот. И на таких людей, я честно скажу, я бы не заострял никакого внимания. Що ж таки, як вы думаете, ну от калі зараз паслухаўшы наш эфир дзе-нибудь там у кіраўніцтве беларускага рэжыма падумаюць, да, сапраўды гэта такая рэальная пагроза і гэтак далей, і ну, я не ведаю, прапануюць нейкія перамовы. Як вы думаете, перамовамі, па-першае, перамовамі у гэтую сітуацыю можна вырашыць з беларускім рэжымам, і ці пойдзеце вы на іх? Знаете что, я всегда говорил насчет переговоров. Я думаю, каждый представитель демократической оппозиции, демократических сил Республики Беларусь согласится и будет готов пойти на переговоры. Я тоже, лично я считаю, что забастовка – это самый крайний метод борьбы с режимом. Да? Забастовки я сам, честно, я не хочу. Я не хочу останавливать производство. Это очень серьезный и серьезный удар по экономике нашей страны. Но это единственный действенный способ, да, показать нашу силу и серьезность наших намерений. И если переговоры состоятся, если круглый стол между демократическими силами Республики Беларусь и действующей властью состоится, то я думаю, это возможно сможет... Благодаря этому, возможно, появится какой-то шанс избежать забастовок в стране, если мы сможем договориться. Дамовіцца да чаго? Вы готовы перегарнуть сторонку? Нет, мы не готовы перевернуть страницу. Мы, как я и писал, и говорил в наших требованиях, переговоры о переходе власти, о новых президентских и парламентских выборах. Ну вы ж выдатна разумееце, што Лукашенко на гэта не пойдзе. Мы свои требования выдвигали даже не столько Лукашенко, а сколько его окружение. Потому что на самом деле, то есть с этим товарищем нам все, в принципе, довольно ясно и понятно. Это человек, который изжил себя как морально, так и физически. Да? Он сейчас сам себя поедает изнутри, да, своей вот этой ненавистью, своими вот этими замашками садистскими. Да? Но в его окружении есть люди, которые действительно могут организовать и пойти на эти переговоры, да, и люди эти, по большому счету, достаточно адекватные, чтобы понять все риски для себя лично, для будущего нашей страны и принять такое решение. То есть наши требования и наше обращение было направлено в первую очередь к окружению
Лукашенко, а не к нему самому. Пагадзіцеся, а навошта ім гэтаму атачэнню вот такія рызыкі? Яны жывуць у Драздах, ну ці паблізу ад Драздоў. І ўсе эканамісты, эксперты сыходзяцца на тым, што санкцыі, як бы яны там моцныя, не моцныя былі, на дабрабыт у Драздах менавіта не вельмі-то паўплываюць, асабліва з улікам таго, як пабудаваная гэтая шэрая ці ценевая эканоміка, ад якой і кормяцца большасць гэтых прыбліжаных. Ну, в серую теневую экономику уже благодаря тем же киберпартизанам, благодаря огромному множеству расследователей преступлений, как уголовных, там, экономических и трудовых, удается вот выводить на чистую воду. Плюс к этому на самом деле санкции, да, про которые мы очень часто говорим, будем честными, еще не вошли в такую силу, ну, в полный объем. Этот маховик еще не раскрутился с санкциями. Это будет примерно к декабрю. Да. Опять же, нужно понимать, что каждый приближенный к телу этого товарища Усатого, это бизнесмен в первую очередь. Бизнесмен, деньги которого вложены в производство в Республике Беларусь, за ее пределами, да, и попасть вот под личные санкции, да, то есть когда счета арестованы, да, то есть никакого загашника в Дроздах на будущее для себя и своих детей не хватит. И это тоже нужно понимать. И эти люди прекрасно об этом осведомлены, они прекрасно это понимают, то есть они пытаются там какими-то серыми схемами обходить санкции, да, но с каждым таким обходом, то есть находятся люди, которые выводят их на чистую воду, и долго это просто не продлится. Сергей, пытанне ёсць ад людзей, якія, так бы мовіць, ну, па-першае, сочаць за дзейнасцю і не толькі вашай асабіста, але вашай арганізацыі і іншых арганізацый працоўных і ну непакояцца тым, што адбываецца. Скажем, вось Сергей С. піша: «Ці видел господар Делевский послание от Юрия из рабочего руха в одном из последних стримов с Логвиновой? Такое ощущение, что в рухе свои рабочие, а в БОР свои, но заводы одни и те же». И тут вот уже до меня звертаются Александр Савченко. Нужен триггер уже сейчас, люди в таком коматозном состоянии, нужно настраивать еще больше людей. Почему рабочий рух не взаимодействует? Главный из рабочего руха неуверенный совсем. Я думаю, что вы лепш разумеете, про что размова. Тому... Да, я понимаю и попробую немножко все-таки вместе с вами разобраться, почему так происходит. Изначально, почему рабочий рух и почему Белорусское объединение рабочих? Почему это не одна структура? Да? То есть мы на самом деле с одной общей проблемой, с одной общей бедой решили справляться и работать. Да? Немножко разными способами, немножко разными путями. Я позиционирую Белорусское объединение рабочих, как и рабочий рух, это такой протопрофсоюз, если можно так выразиться. Да? И, честно сказать, я не вижу абсолютно ничего плохого, что таких структур две на сегодняшний день, да, и я честно скажу, что я бы хотел, чтобы этих структур в будущем было намного больше. Потому что если брать за один живой пример, то монополия на профсоюзную деятельность до добра еще никогда не приводила. Если посмотреть даже на наш ФПБ, Федерация профсоюзов Беларуси, на такой, скажем так, на рынке профсоюзной деятельности в Беларуси это монополист. Да? И с таким монополистом, то есть очень большое количество трудоспособного населения нашей страны сейчас являются членами Федерации профсоюзов Беларуси. Но за это они не получают ничего ровным счетом. Ни защиты своих прав, как мы уже убедились, когда человек рабочий, будучи членом профсоюза Федерации профсоюзов Беларуси, да, высказывает свое мнение, которое не противозаконно, ничего, это просто его мнение. Да. Его увольняют с работы по надуманным абсолютно причинам, и Федерация профсоюзов Беларуси ничем не помогает. Вот это и есть монополия, и это государственная организация. Да. Вот. И я не вижу ровным счетом ничего плохого в том, что этих организаций должно быть много, потому что, в свою очередь, каждая из них будет контролировать одна другую. То есть такой баланс, который не будет давать
той или иной организации, да, творить какую-то отсебятину, да, и устраивать какую-то там автократию или диктатуру, не дай бог, в той или иной сфере жизни. Поэтому я считаю, что таких организаций чем больше, тем это лучше на самом деле. Другой вопрос взаимодействия. Да, действительно, то есть были какие-то у нас трудности, вопросы во взаимодействии, да. У меня с рабочим рухом, там, у представителей стачкомов, там, и с нашей организацией, и с рабочим рухом, но на самом деле это такие моменты, когда люди должны все-таки найти общий язык, да, и мы всеми силами стараемся, то есть, консолидироваться и действовать, и работать вместе и сообща. И в этом тоже я не вижу ничего плохого, потому что на самом деле опыта профсоюзной деятельности, не знаю, как у Юрия, да, но у меня такого опыта не было никогда. И я учусь, я на протяжении этого года, я учусь вот работать, коммуницировать с людьми. Учусь быть, скажем так, лидером. Раз на меня возложили такую ответственную и тяжелую ношу, то я должен ей соответствовать. Да? Где-то я могу ошибаться, но на самом деле, ну, судя по тому, что люди к нам приходят, да, и приходят тысячи людей, значит, я все делаю правильно. Ну і на заканчэнне уявім, піша наш глядач скептык Вадзім Ігнатьеў, уявім такое: забастоўка паралізавала краіну, што далей? У Украины это не только мое мнение, то есть я в таких вопросах, то есть экономических, политических, да, я еще раз повторюсь, у меня нет такого опыта, нет соответствующего образования, чтобы делать такие выводы и заключения. То есть у нас есть команда консультантов, это и представители и старой оппозиции, и новой оппозиции, это и политологи, и экономисты, и юристы, и трудовики. Здесь получается мнением, ну, скажем так, большинства, мы сделали просто вывод, что месяца даже, наверное, и не потребуется. Вот, потому что именно на переговоры или на уход власть пойдет чуть меньше, чем за месяц. Вот. Мы сможем это сделать, то есть полной остановкой нашей страны. Вот. Это будет как такая своеобразная перезагрузка Республики Беларусь. Вот. И это будут либо переговоры, либо уход власти. Ну што ж, на заканчэнне адным словам, вы перакананыя, што ваш заклік да усебеларускага страйка не паўторыць лёс ультыматума Тихановской Лукашенко? Конечно, я верю в это. Я верю в наших людей, я верю в людей, которые находятся в Беларуси. Мы вместе все сможем. Дзякуй вялікі. Ну што ж, пажывем, пабачым, тым не менш такі трыгер-анонс: восень будзе гарачай, сказаў Дылеўскі. Ну што ж, праверым. Дзякуй вялікі. Сергей Дылеўскі, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.